Усім салют, гэта музычная рубрика такога вы не чулі, Маша Калеснікава пры мікрафоне. Сёння мае госці гэта творчы саюз ВЭЛ і, уласна кажучы, мы адразу пачынаем з новага свежага трэку, які называецца «Ціхая гавань». Паехалі. Твердят нам, что вечно неправы. Мы доверяя сдаемся, но мы лишь поняв, что себя потеряли, откроем дверь и слышим их крик. Кто, несмотря на боль, рядом быть хочет и так отчаянно жаждет помочь. Твоя душа внутри знает, что кто-то верит в любовь, несмотря ни на что. Где же ты? Где же я? Все вокруг пустота. Через боль и печаль мы начнем все с нуля. Как быть, когда тебя переполняет, но нужных слов никак не найти? Момент удобный все не наступает, и вдаль уносятся дни и часы. Но тем не менее ты замечаешь, что наша цель в этой жизни одна. Когда по взгляду без слов понимаем, мы отыскали друг в друге себя. Где же ты? Где же я? Все вокруг пустота. Через боль и печаль мы начнем все с нуля. Где же ты? Где же я? Все вокруг пустота. Через боль и печаль мы начнем все с нуля. Пока не поздно, скажу тебе, знаешь, нет больше чувства, чем снова на миг хоть раз попасть с тобой в тихую гавань и оторваться вдвоем от земли. Музычная рубрика такого вы не чулі. Творчы саюз ВЭЛ, Валерыя і Улад. Сёння госці нашага жывога эфіру. Мы толькі што паслухалі свежую кампазіцыю «Ціхая гавань». Калі ласка, Валерыя, займайце месца. Слухайте, ну, у нас прайшоў год пасля нашай сустрэчы апошняй. Так, тады вы прэзентавалі трэк «Последствия», так, дакладна. Што ўвогуле у вас змянілася за гэты год, таму што мы ўсё ж даўно не бачыліся? Ну, мы обрели тихую гавань в первую очередь и решили выпустить такой любовный трек. Вот в конце лета немного всем напомнить о том, что Владик, извините, пожалуйста. Решили всем напомнить о том, что важно найти своего человека. Эта песня, знаете, как будто вытекла из песни «Два человека» у нас есть, да? То есть два человека встретились, у них любовь случилась, и они обрели свою тихую гавань. И вот все самые такие искренние эмоции мы вот воплотили в этой песне. Ну, еще в ней есть такой посыл, то, что бывает иногда тяжело, когда в тебя никто не верит, вот, но всегда найдется твой человек, который тебя всегда поддержит в трудную минуту. Ну, дарэчы, у вас яшчэ прыгожае відэа такое выйшла таксама да песні. Да, Спасибо. мы снимали клип на Куршской косе в Литве, в Ниде. Влад там в детстве постоянно отдыхал. И это место нашло ассоциацию с этой песней.
Там очень Вот. мало людей, там спокойно, там вот безмятежно. С одной стороны Балтийское море, с другой стороны Куршский залив. И природа такая очень, мне кажется, поддержала атмосферу песни. Локации, дюны. Вот, это было невероятно, конечно. Но съемки тяжелые были, Чаму? потому что у нас так случилось, что никто из наших друзей не смог отвезти нас на машине, и мы своим ходом ехали. У нас было 6 пересадок О. автобусных, еще 2 раза на поезде, там через паром, все вот прям очень увлекательно было. І з вами їхав ще оператор, так? Да, да. Ага, і режисер. Оператор Анастасия Лисюк, мы ей очень за это благодарны, что она нас вытерпела, что мы ее вытерпели, что мы, в принципе, творческие люди, они сложные, вот, но тем не менее мы вот с этими всеми условиями справились, и получилась такая красивая история. Мгм. А хто режисер? Ну, можно сказать, мы сами вот По сути, да. продумывали там, вот, не особо было каких-то много прямо четких прямо задач, ну, было Не было, просто да, раскадровки. по ситуации, да, то есть мы приезжали на место, смотрели, как красивее, и снимали, то есть, а потом уже в процессе монтажа, можно сказать, режиссура только и происходила какая-то. Ну да, там, была такая импровизация, относительно, были да. какие-то такие моменты жизненные, эмоциональные. Еще, кстати, мы засняли маленький кусочек в старом городе в Вильнюсе. Мгм, мгм, так. Вот, там тоже такая аутентичность есть интересная. Вот. Было классно. Ну, короче, ви задоволені своєю працею. Да, да. Мгм. По крайней мере, Ну, людям нравится, люди пишут пока что в основном приятные комментарии, почти пока все, что ни одного поэтому, да. дизлайка, Да. поэтому хотелось бы, чтобы дальше так и было. Ну, апроч таго, што з'явілася ціхая гавань, чым яшчэ вы займаліся вось цягам гэтага года? Писали еще материал, вот, Скоро откладывали будет его. много нового, вот. Бо ще ж будзе альбом? Будет. Будет. вот, Будет. да. Сумна Будет, гэта он гаворыце. Будзе. Вот. Также планируем первую белорусскомовную Оу, песню. трек, Да. супер, супер, ага. Впервые для вот, нас, да. мы очень вдохновились группой такой Звента Свинтана. Мгм. Наверняка Ой, я вы ведаю, знаете. конечно. Ой, классный И гурт. Мгм. Люблю вообще его. поняли, что по-белорусски вообще это тоже можно сделать очень круто, аутентично, интересно. Вот, и у нас никогда еще такого не было. И буквально прошлой осенью я набросала одну песню, такую распевную, вот с нашим вот таким вот национальным колоритом. Вот, и теперь стоит это все перевести на белорусский язык и сделать крутой, классный трек. Вот. Ну, до речі, з Вента Свінтана яны выкарыстоўваюць і дыялектныя такія трекі, і Народныя, там, да. дарэчы, беларускай мовы таксама хапае ў іх. Ну, вось колькі я чула іх, там па-беларуску таксама часам яны спяваюць. Ну, очень классно. Мы очень хотим попасть на их концерт. Вот. И вообще познакомиться с Тиной Кузнецовой непосредственно. Вот. Были бы очень счастливы. Ну, класная навіна пра беларускамоўны трек, будзем чакаць, натуральна. Спасибо. Ну, увогуле, што з канцэртамі? Я часам бачу нейкія такія невялікія выступы ў вас. Ці збярэцеся нарэшце на нейкі, не ведаю, кватэрнік такі вялікі сольны? Ну вот вчера было выступление, получается, на разогреве у группы Крем-Сода уже второй раз, год спустя. Тоже год спустя, На но фестивале «Улица Ежа». И Так сейчас получилось планируется просто. много еще выступлений других. вот Вот, 22 сентября развивается. мы играем на День без автомобиля. Вот, на Октябрьской будет такое Развивается мероприятие. это направление тоже активно, а уже вот сольник какой-то, наверное, будет уже с полноценным альбомом, чтобы вот чем-то удивить. Мгм. Ну, слухайте, вось нядаўна я размаўляла так, напрыклад, са спявачкай Ірынай Катвіцкай, так, это проект Варсоба, і яна кажа, напрыклад, што яны не, ну, у іх няма ўвогуле мэты граць канцэрты, то бок это такі студыйны гурт больш, запісалі, там, наклалі 1000 трэкаў, выбралі самыя прыкольныя, так, дорожак у сэнсе, і вось стварылі прадукт. Але вы ўсё ж ставіце сабе мэтай паказвацца на публіцы, так? Ну, мне кажется, это одна из главных задач артиста, вообще обмен энергии, вот, и понять, как вообще люди реагируют на твою музыку. Для нас так точно. Да, Вот, живьем, да, для нас, по крайней Битлз мере. тоже, они ушли в студию там, на середине своей карьеры, и до конца они выступали уже там своих лет. Ну,
на данный момент нам очень хочется выступать. Очень хочется видеть счастливые увидеть, глаза да, людей. их энергию, их отдачу и развивать вообще это направление. И, Ну и вообще хочется дальше видеть больше выходить людей. за пределы тоже нашей страны и гастролировать, и показывать, что у нас здесь тоже есть классная музыка в Беларуси, и как-то ее там представлять на хорошем уровне. А вы нешта робіце для гэтага, каб ужо выходзіць за межы краіны? В Киев мы ездили на Киев Music Days, там себя показывали, вот, но, к сожалению, пришли только все наши белорусские ребята. Мира Шульц, потом забыла, как зовут менеджер ЛСП. Олег. Да. Вот. И потому что в Украине там был какой-то концерт непосредственно локальных артистов, и все пошли туда, а на нас пришли наши же люди. У любом выпадку это прыемна, что наши пришли падтрымаць сваіх. Вот, но все равно был такой неплохой тоже опыт, и мы познакомились с разными людьми там на лекциях. Это классно выезжать на шоу-кейсы. Хотелось бы еще и другие страны посетить. Мы каждый год отправляем различные заявки. Вот, не всегда это успешно, но все равно руки не опускаем, подаемся дальше. Ну, дарэчы, вось бачыце, як гурт «Молчат дома» зараз стрэліў менавіта дзякуючы шоу-кейсам. Ну і там у іх яшчэ нейкі цудоўны алгарытм склаўся на Ютубе. Удалы, і зараз іх альбом мае там больш за 1 мільён праслухоўванняў, і это акурат і дало плюс шоу-кейсы і дало вось такую магчымасць вось зараз аб'ездзіць усю Еўропу зараз у вялікім еўрапейскім туры. Здорово. Получается. Ну, увогуле, як вам падаецца, беларуская музыка у якім зараз стане знаходзіцца? То бок кожныя музыкі, натуральна, па-свойму вось гэта ўсё знаходзяць. Так, а як вы лічыце? Ну, вообще, в принципе, можно начну с музыки СНГ, в принципе, что она развивается, и все больше артистов хочется вот поместить себя в наушники, когда Плейлист. Ты ходишь по городу, да, то есть из Вента Свинтана, вот, который мы уже упомянули, Эрика Ландмоен, там, и Дорн тоже, который все время экспериментирует. Крем-сода. Крем-сода, то есть, ну, ряд проектов, да, которые все больше интересуют нас. То есть, ну, в Беларуси есть у нас наши коллеги, вот, проекты такие, как Микита, Диджаза. Папион. Вот, есть Рома такой. Волознев, Папион, да, вот, то есть, которые, ну, как бы так развиваются, как стараются что-то делать новое. Вот. Ну, конечно, там феномен Тима Белорусских сейчас очень... Ну, не очень, стоит, да, его так... Не стоит его как бы не упомянуть, конечно же, да. Ну, то есть появляется что-то интересное, вот, и, собственно, чувствуем, что сейчас как раз-таки то время, когда все больше и больше можно постепенно заинтересовывать как-то слушателя. Ну, у каждого удивлять артиста его. свое время все-таки. Когда у кого-то какой-то идет успех, второй немножко там сидит дома и делает музыку, потом они меняются. То есть невозможно, чтобы там сразу все стали прям в одночасье узнаваемыми, популярными. Вот. Ну, тут можна паспрачацца, напрыклад, на прыкладзе Украіны, мне падаецца. Там жа вось акурат усе неяк паралельна ідуць, усе неяк паралельна становяцца такімі пазнавальнымі. Ну, магчыма, у нас натуральна у нас у Беларусі тут свая карціна. Ну, другая ситуация в Украине. Совершенно как-то площадок больше, у них есть где развиваться, куда идти, они знают, кто их может поддержать, кто поможет в менеджменте, да, в администрировании. Это очень важная структура, которая, наверное, сейчас нам всем не хватает ее. Ну, некоторые белорусские музыки кажут, что ну, мы сами себе менеджеры, и мы поспехово з этим справляемся. Все ж падаецца, что гэты институт повинен быть у нас? Я думаю, что да, потому что, конечно, на данном этапе мы тоже занимаемся этим сами, но хочется делегировать эту задачу, и хочется максимально заниматься тем делом, которое ты лучше, где ты лучше, да, и там преуспеть. Вот. И, наконец-таки, хочется, чтобы появился такой человек, который сможет продать. Вот. Потому что мы как-то себе говорить, какие мы самые классные, самые крутые, и возьмите только нас, это очень сложно. Ну, наверное, не так воспитывали. Вот, и с этим сложнее бывает. Вот, поэтому нужен такой институт, вот, который будет уверен в себе, который может организовать, который может пройти среди толпы и сказать, вот, возьмите моих ребят, вот, и так далее. Ну, вот, мне кажется, это важно, иметь такого человека рядом.
Ну, атрымліваецца, што такая вось прыродная гэта беларуская сціпласць і перашкаджае беларускім музыкам больш так актыўна пра сябе заяўляць. Да. Не так выхаваны. Наверно. Што ж, дзякую вам вялікі, што завіталі да нас. Я нагадаю, што гасцямі сённяшняй музычнай рубрыкі «Такога вы не чулі» стаў творчы саюз ВЭЛ, Валерыя, Улад, і мы паслухалі трэк «Ціхая гавань». Можна яшчэ на YouTube таксама паглядзець прыгожы кліп. Спасибо. Дякую вам. Спасибо, очень Счастливо. приятно.